Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В первых числах августа в МГЭ состоится уникальный слет лидеров территориального общественного самоуправления. Опыт реализованных проектов, прямой диалог общества и власти, спортивные состязания и многое другое ждет активистов со всей республики. Более подробно о форуме мы сегодня поговорим с новым замминистра по делам молодежи Александром Максимовым. Александр Григорьевич, добрый день. Здравствуйте. Расскажите, это же первый такой масштабный форум. Что же собой будет представлять такое мероприятие? Ну, вообще, республиканский форум, который сейчас будет, да, он является ключевым мероприятием для территориальных общественных самоуправлений муниципальных образований республики. Съедутся ТОСы со всей республики. Там они будут делиться успешным опытом, получать навыки и знания для последующих участий в грантовых конкурсах. Будет происходить это в этом году, значит, в живописном месте нашей республики, на берегу красавицы реки Амга, в селе Амга Амгинского улуса. Заезд 31 июля, сами мероприятия будут проходить 1-2 августа. То есть уже совсем скоро. Вот буквально сейчас. А почему была выбрана Амга в качестве места проведения? Понятно, что там очень красиво и территория располагает. Ну, смотрите, вообще первый такой форум был организован в 2018 году. Он проходил в селе Бердиистях горного улуса. Было 100 участников. Следующий был в 2023 году. Проходил в селе Мая Медино-Кангаласского улуса. Там приняли участие порядка 290 делегатов, получается. И сейчас в Амге ожидаем не менее 200 делегатов. Это самую нижнюю планку, я говорю. Но я думаю, что ТОСы нашей республики примут активное участие, и все пройдет замечательно. Ну, получается, что количество ТОСов растет. Если Растет. 200 – это самый минимум. Да, растет, совершенно верно. Давайте тогда поговорим о программе форума. Обмен опытом понятно, спортивные соревнования, что еще? Так, ну смотрите, вообще у нас делится мероприятие на 3 блока. Образовательный блок, где будут сотрудники, да, Министерства по делам молодежи, которые будут консультировать именно, как составлять заявки, да, как принять участие, как будет приемка отчета потом по итогам проектов, да, будет происходить. Также будут представители налоговой службы, Министерства юстиции, потому что, сами понимаете, некоммерческие организации отчеты сдают именно в эти органы. Насколько я знаю, у ТОСов к ним очень много вопросов тоже накопилось, поэтому мы их пригласили на этот форум. Второй будет дискуссионная площадка, где именно обмен опытом будет происходить. Среди успешные ТОСы у нас там будут. Они будут сами делиться своим опытом, своей практикой делиться. И третья будет площадка для глав наслегов районов. Мы очень просим, мы всегда просим глав наслегов и улусов, чтобы они принимали активное участие. Потому что действительно есть ярчайшие примеры, что в район некоммерческие организации могут приносить в год до 18-20 миллионов. Уже есть такие успешные опыты. Поэтому призываю глав наслегов, глав улусов тоже принять активное участие. Приходите, мы все разъясним, все по полочкам разложим, доступно и понятно. В одном месте получить все ответы. Прекрасно. Ну только хотела спросить об успехе. Вы уже об этом рассказали, да, цифры привели. А если сравнивать работу у нас в республике с другими регионами, там как ТОСы вообще функционируют? Ну смотрите, вообще движение ТОС, да, в Якутии набирает обороты, и это очень похвально. Я сейчас немножко буквально свежие данные прочитаю, да. Этим летом стали известны результаты конкурса фонда президентских грантов. Всего у Якутии уже 17 победителей. Это федеральный уровень. В конкурсе президентского фонда культурных инициатив было поддержано 11 заявок
тоже федеральный уровень. В конкурсе от Фонда природы, победители которого уже будут объявлены в августе, с нашей республики допущены 18 заявок. Недавно завершился прием на первый грантовый конкурс от Президентского фонда культурных инициатив, где участвуют свыше 8500 получается ТОСов со всей страны. Да? 8500. И у нас, и я надеюсь, что наши ТОСы там, я даже не надеюсь, я уже знаю, что они тоже займут места. Недавно вот также мы видим их среди участников фонда Тимченко, фонда Потанина. И, конечно, всегда наши ТОСы участвуют в грантах главы республики. Можно в итогам констатировать, что движение ТОСа растет действительно из года в год. Мы понимаем, что нам надо разъяснять, давать знания, да, ТОСам. Поэтому вот в этот форум и собираем этот форум на самом-то деле. Ну вот тоже я хочу просить вас разъяснить. Есть ТОСы, а есть НКО. В чем разница между такими организациями? Ну, территориальные общественные самоуправления, вот главное их отличие от классических некоммерческих организаций, то, что они привязаны к территории, где они живут. Именно привязка к территории. Получается, туда могут войти только в ТОС войти именно жители этой территории, допустим, в некоммерческих организациях со всей республики можно собрать, да? И главное, цели ТОСа должны быть направлены на повышение качества жизни именно жителей этой территории. Допустим, в классических некоммерческих организациях можно направить Более деятельность на глобальные всю цели. республику, да, на всю страну можно. Вот это два основных момента. Также оно регулируется именно законом о местных самоуправлениях, чего нету в НКО. НКО только об общественных организациях получается, да, федеральным законом. Это тоже нюанс есть такой, ну, в нормативно-правовой базе. Ну, как-то так. Это два основных момента. Чем отличается. А есть у вас данные, какую чаще всего деятельность выбирают ТОСы у нас на территории республики? Чем занимаются? Ой, направления очень обширные. Вот действительно, направления очень обширные, и они увеличиваются с каждым разом. Вот действительно, вот хотелось бы поэтому и еще раз всех пригласить на этот форум, потому что многие ТОСы зациклены на определенных направлениях, но придя туда, они поймут, что по каким направлениям они еще могут пойти. Поэтому, опять же, приглашаем на этот форум принять активное участие. Давайте поговорим с вами еще и о сотрудничестве, потому что форум-то организован министерством, а там еще не последнюю роль сыграла ассоциация ТОС. Вот как складывается это взаимодействие? Ну, ассоциация ТОС, она организована в 2018 году. Вот они, первый форум вот такой, да, провели они своими силами. Министерство там выступало только как гости и эксперты. Вот, как я говорил, они провели его в селе Бердиестях. А вот уже в 2023 году совместно с министерством провели такой форум. И вот сейчас, вот, в 2025 году, мы опять же проводим совместное мероприятие. Очень плотно сотрудничаем, друг друга буквально дополняем по многим вопросам. У нас очень плотная работа. Александр Григорьевич, чуть не забыла еще, позвольте поздравить вас со вступлением в новую должность. Здесь Спасибо. не обошлось без программы «Якутия. Земля героев». Вот расскажите о ней еще, пожалуйста. Угу. «Земля героев» — это республиканская программа. Получается, она создана для подготовки высококвалифицированных управленческих кадров из числа участников специальной военной операции. Было подано 583 заявки, получается, отбор был, большой отбор был, очень серьезный, прошло 25, получается, заявок. Угу. Сейчас обучается, получается, 25 моих однокурсников уже, можно сказать.
Если очень кратко, да, рассказать про само обучение, оно делится тоже на 3 цикла, на 3 сессии, 4 очных обучения, 3 полноформатные стажировки в органах власти и заочные сессии, тоже 3. Соответственно, мы очные сессии на базе, первую сессию обучились уже на базе Высшей школы инновационного менеджмента при главе республики. Сейчас мы проходим стажировку. У нас стадия стажировки сейчас проходит. Допустим, я прохожу ее в Министерстве строительства, в службе госзаказчика. Вот. Кстати, нам еще самое главное, тут забыл сказать, назначают наставников. Да, кто же стал вашим наставником? Наставником моим стал Романов Виктор Дмитриевич, министр строительства. Буквально в первый же день, как увидели, составили программу, он свои советы дал. В любой момент я могу позвонить. А также могут мои однокурсники звонить своим наставникам в любое время, получить консультации, вопросы. Действительно помогает очень. И тут еще надо отметить, что сама программа, она вообще создана для подготовки, да, как я сказал, высококвалифицированных управленческих кадров для их последующей работы в органах власти, в государственных учреждениях. Вот, работы-то у вас много, Да. но так сложилось, что вы проходите стажировку в Минстрое, а работаете в Минмоле. А вот в Министерстве молодежи какие вы теперь вопросы курируете? В Министерстве молодежи я курирую вопросы некоммерческих организаций и гранты, про то, что ТОС и является разделом грантов, форум, который будет. Буквально с понедельника я приступил работать, но одновременно продолжаю стажировку в Министерстве строительства. Ну что ж, Александр Григорьевич, большое спасибо, что нашли для нас время, потому что чувствуется, что у вас очень плотный график. Успехов вам в проведении предстоящего форума. Спасибо. Приглашайте еще. Вы приходите еще. Я обязательно еще более раскрыто расскажу о грантовой ситуации в республике. Спасибо. На этом все. Вы смотрели «Актуальное интервью». До встречи в эфире.